все самое важное за эту неделю. Будьте бдительны, в Ухте за 2 дня случилось 2 ДТП со смертельным исходом. Назад в 90-е 3 друзей похитили ухтинца из-за долга. Актуальные вопросы в общественной приемной обсудили сферу ЖКХ. Официальное открытие: в Ухтинском детском доме появился зал единоборств. И «Батл автономий» – новый проект о дружбе народов. Подробности прямо сейчас. Два ДТП со смертельным исходом случилось в муниципалитете за последние 2 дня. 28 октября в 9:08 на трассе Сыктывкар-Ухта между населенными пунктами Тобысь и Веселый Кут водитель «Газели», совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Татра». В результате лобового столкновения погибли оба водителя. Еще 2 авто пострадали от груза, который перевозила «Газель». 29 октября в районе дома номер 1 по улице Севастопольской случилось еще одно смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомашины Дэо Нексия совершил столкновение с Nissan Qashqai. 79-летний водитель Дэо после столкновения не справился с управлением. Машина вылетела через ограждение моста, упала в реку Чебью и опрокинулась. Мужчина погиб на месте. Госавтоинспекция напоминает водителям, что в связи с ухудшением погоды видимость на дороге снижается. Асфальтовое покрытие становится скользким, что и провоцирует ДТП. Обратите внимание на техническое состояние автомобиля, смените летнюю резину на зимнюю и будьте бдительны. История в духе 90-х произошла в Ухте в ночь с пятницы на субботу. В итоге следователи возбудили уголовное дело в отношении 3 обвиняемых. Согласно материалам, 3 мужчин 33, 30 и 22 лет решили собраться в гараже интеллигентно провести время. Но что-то пошло не так. В процессе употребления спиртосодержащих продуктов они вспомнили об одном своем знакомом. Беседа характеризовала последнего не в лучшем свете. Так одному из 3 товарищей ухтинец задолжал 5000. Недолго думая, они решили отправиться к нему, чтобы вернуть средства. Узнав, где теперь находится 22-летний мужчина, подъехали к адресу на машине и сбили потерпевшего, в том числе металлической трубой, надели наручники. Довели его до автомобиля и погрузили в багажник, после чего отвезли в гараж, где удерживали его в течение длительного времени. После этого также с целью устрашения они вывезли потерпевшего в лесополосу, заставили его копать себе могилу. Также продолжали требовать возврат денежных средств. Когда потерпевший пообещал вернуть долг, товарищи решили отпустить его, приказав бежать в лес. С лесополосы в районе Дежнева мужчина шел 40 минут пешком до дома, где и рассказал о случившемся родственникам, а те заявили в полицию. Теперь похищенный находится в больнице. У него многочисленные ушибы, предварительно черепно-мозговая травма, а также переломы пястной и лучевой костей руки. Его похитители заключены под стражу. Им инкриминирована статья 126, часть 2. Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни, с использованием предметов в качестве оружия. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет. Что входит в перечень работ, относящихся к текущему ремонту жилых домов? На сегодняшний день у нас жилищное законодательство регламентирует такое определение текущего ремонта, как комплекс строительных, организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей, восстановления работоспособности элементов, оборудования, инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей. В отношении многоквартирных домов такие работы проводятся в части общего имущества собственников помещений. К общему имуществу собственников помещений у нас относятся ограждающие конструкции зданий, внутренние конструкции зданий, не являющиеся частями квартир, и инженерно-техническое оборудование, тоже которое не является внутриквартирным оборудованием. Но для примера я приведу, это начиная, скажем, крыши, фасады, фундаменты, подвальные помещения.
значит, внутренние перегородки, стены, лифтовое оборудование и, значит, инженерное оборудование. Это все сети, которые расположены у нас в многоквартирных домах. Это системы холодного горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, значит, электроснабжения, газоснабжения. В принципе, значит, работы по текущему ремонту исполняются управляющей организацией в рамках заключенного договора на управление МКД в пределах тех средств, которые собственники помещения утверждают на конкретные виды работ на общем собрании. Дополнительно управляющая компания выполняет также работы, которые носят непредвиденный безотлагательный характер, выполнение которых необходимо в конкретный период. В чем разница между жилищными и коммунальными услугами и обязательно ли оплачивать общедомовые нужды? Нужно понимание, да, все-таки сначала разделить, что такое жилищные и коммунальные услуги. К жилищным услугам жилищный кодекс относит плату за жилое помещение и непосредственно включающий в себя плату за текущий ремонт и за работы и услуги, которые предоставляются управляющей компанией, ТСЖ. И, соответственно, коммунальные услуги представляют собой предоставление непосредственного ресурса, то есть это горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление и вывоз ТКО. Для того, чтобы говорить о том, что подлежат ли оплате общедомовые нужды, безусловно, подлежат, потому что жилищный кодекс обязывает оплачивать жилищные и коммунальные услуги всех, как собственников, так и нанимателей, но необходимо заострить внимание на общедомовых нуждах, поскольку общедомовые нужды с 2017 года входят в разряд жилищных услуг, так называемые коммунальные услуги, которые были использованы при содержании общего имущества, то есть так называемые СОДИ. Соответственно, поскольку они входят в структуру жилищных услуг, соответственно, они подлежат оплате в обязательном порядке. Есть подозрение жителей на то, что управляющая компания взяла дом на обслуживание незаконно, без согласия жильцов. Правомерны ли такие действия и как реагировать собственникам жилья? Управляющая компания определяется по результатам открытого конкурса, если доля муниципальных помещений в доме составляет более чем 50%, или если способ управления домом собственниками не выбран или не реализован. Значит, в этом случае, да, проводится открытый конкурс. Если даже по результатам открытого конкурса управляющая компания не определена в силу того, что либо нет претендентов, то есть договор не может быть заключен. В этом случае на сегодняшний день есть обязанность органа местного самоуправления назначить временную управляющую компанию. Договор с временной управляющей компанией заключается на период не более 1 года. Такая управляющая компания назначается постановлением администрации города на условиях, которые закреплены в постановлении. Вот это два случая, когда действительно управляющая компания определяется без решения собственников помещений. В остальных случаях у нас управляющая компания определяется на основании решения собственников помещения. Они выбирают способ управления, выбирают управляющую организацию. Управляющая компания, избранная собственниками, вправе приступить к исполнению договора управления, то есть оказанию услуг управления, только с момента включения этого дома в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в отношении данной управляющей организации. Контроль документов, которые позволяют включить дом в реестр, осуществляется у нас службой Республики Коми Стройжилтехнадзором, то есть лицензирующим органом. Поэтому фактически, по факту на сегодняшний день сказать, что управляющая компания может безосновательно зайти на дом в качестве управляющей, оно законодательно ограничено. Когда ряд собственников считает, что это именно без их согласия была выбрана та или иная управляющая компания, приступила к управлению, но в данном случае жилищный кодекс предусматривает возможность обжалования решения общего собрания собственниками в течение 6 месяцев с момента принятия этого решения. Но нужно тут отметить, что непосредственно контролирующий орган, который имеет также аналогичные полномочия по обжалованию решения общего собрания, это Государственная жилищная инспекция на территории города Ухты. Она действует, соответственно, на сегодняшний день по практике таких случаев за 2021 год не установлено.
но тем не менее собственники, как правило, обращаются самостоятельно в судебные органы, и относительно недавно вот один дом на территории Республики Коми, на территории города Ухты, обжаловали решение общего собрания, и решение по решению суда признано недействительным. Как раз здесь затрагиваются моменты, когда жильцы указывают на то, что в бюллетенях голосования стоит не их подпись. Такое, к сожалению, тоже бывает, и как раз это вот про тот случай, про который я говорю. Но зачастую здесь, при таких случаях, жильцы сами подписывают те или иные документы, не обращая внимания на то, что им предлагают. То есть, как правило, это представители управляющих компаний, которые в вечерние субботы или воскресенье делают обход по всему дому, рассказывая о том, что мы предлагаем вам те или иные услуги, давайте с нами заключать договор. А жильцы, к сожалению, не задумываясь о том, что им предлагают, ставят свою подпись, и через определенное количество времени, когда получают квитанции и не соглашаются с суммой, начинают вспоминать: ах да, к сожалению, да, тогда был случай, когда я подписал документ, не зная о том, что мне предлагали. И вот из таких граждан складывается решение о переходе в ту или иную компанию. И люди, которые действительно заинтересованы в доме о переходе, либо не переходе в эту компанию, остаются, скажем, вот в такой ситуации и не соглашаются. Должна ли управляющая компания контролировать захламленность лестничных площадок в подъезде? Как бы от самих жильцов зависит, да, от того, что захламлены или нет. Это же не только расположение на площадках там горючих каких-то материалов посторонних, которые не должны храниться там. Это те же самые коляски, велосипеды и все прочее, которое в случае чего может при эвакуации вызвать, грубо говоря, сужение, ухудшение эвакуации людей. И те же самые коляски, есть случаи, когда коляски поджигались там молодежь, грубо говоря, какими-то элементами, людьми в части хулиганских действий, может быть, это тоже вызывает. Управляющая компания, конечно, должна следить за этим. Она в ходе своих работ по управлению домом в любом случае есть там уборщицы, есть мастера, которые люди занимаются обходом поквартирно, там, осмотром подвалов и все прочее. Они должны за этим следить и отрабатывать, в первую очередь отрабатывать. В случае чего работу они должны проводить, и в случае чего каких-то нестандартных ситуаций, когда жилинспекция вышла, проверила на какую-нибудь жалобу, если такие факты будут замечены, то, естественно, жилищная инспекция будет составлять акты на управляющую компанию. Поэтому со стороны управляющей компании должны быть проведены все мероприятия, то есть составление актов, поиск жильца, который допустил это. Практически у каждого там велосипеда, у коляски, у них 100% есть хозяин, который должен это убрать, они должны найти, соседи знают. А такие вещи, как там мусор какой-нибудь, бывает, пакеты складывает кто-то, вот тут уже сложнее, но в любом случае управляющая компания должна составлять акты и выяснять происхождение данного, будем говорить, вещей или мусора, или еще что-нибудь такое, они обязаны это делать. Куда и как жаловаться на плохое обслуживание дома со стороны управляющей компании? Контролирующим органом на территории города Ухты является Государственная жилищная инспекция по городу Ухте, Троицко-Печорскому району. Расположена она по адресу улица Дзержинского, дом 4, где, соответственно, любой гражданин имеет право обратиться туда в случае нарушения его прав, как письменно, так и устно, при наличии личного приема. И также может обратиться письменно с заявлением при помощи сайта государственного информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, ГИС ЖКХ, как привыкли ее уже сокращенно называть. При данном обращении с помощью этой системы гражданин может отследить, соответственно, сроки рассмотрения своего обращения, и в случае несогласия с ответом государственной жилищной инспекции имеет право обжаловать его вышестоящую инстанцию, то есть в данном случае это служба Стройжилтехнадзора, расположенная в городе Сыктывкаре, либо же в случае несогласия с их ответом обратиться в надзорные органы, то есть в прокуратуру, для проведения проверки как действий управляющей компании, так и проверки госжилинспекции, которая была проведена.
В Ухтинском детском доме номер 2 сегодня прошло торжественное открытие нового спортивного зала. Объект посвятили памяти старшего тренера Республики Коми по вольной борьбе Анатолия Пошивалова, ушедшего из жизни в феврале этого года. Теперь здесь могут коваться новые победы в виде спорта, который развивал в Коми Анатолий Николаевич. На празднике в числе многочисленных высоких гостей была и министр образования Коми Наталья Якимова. Она вручила директору детского дома сертификат на улучшение материально-технической базы в размере 100 тысяч, а также отметила актуальность открытия этого зала. 2 года назад в детском доме Ухты сменился директор. Перед Романом Ознобишиным, который возглавил это учреждение, стояла задача – улучшить условия для воспитанников и развивать их способности. Роман Сергеевич приступил ровно 2 года назад к исполнению обязанностей директора. И действительно, то, что перешло к нему в руки, было в разном состоянии. И задачи ставились очень серьезные перед ним. И одна из задач – это постоянная занятость, в том числе спортивная занятость и патриотическое воспитание тех деток, которые здесь живут. Несмотря на то, что официальный спортзал для вольной борьбы открылся только в конце октября, эксплуатируют его уже более месяца. Само помещение вмещает порядка 30 спортсменов одновременно, но тренировки идут меньшими группами в ежедневном формате. Тренерский состав, который был набран в учреждении специально для этого зала, оценил качество выполненных работ высоко. Зал очень современный, я бы сказал, даже ультрасовременный, поскольку очень хорошие покрытия у нас и очень мягкие. При падении дети практически боли не чувствуют. Можно также обратить внимание, что не только обработан пол, который мягкими матами накрыто. Точно таким образом у нас стены покрыты. То есть при ударе стены дети ничего и боли таких не чувствуют. Но самое главное, что довольны будущие звездочки спорта. Они рады и самому залу, и очень хвалят педагогов, которые уже успели их научить кое-чему. Проходят ноги, колесо, шпагат. Ничего. Нравится наши тренеры Артак Варданович и Таир Борисович. Очень хорошо ведут, интересно заниматься. Как можешь зал оценить? 10 из 10. Ну а мы верим, что 10 из 10 не только сам зал, но и будущая оценка побед тех, кто в нем тренируется. К слову, заниматься тут могут не только воспитанники детского дома, но и ученики городских школ. На тренировки сюда ходит уже 57 ребят. Видимо, интерес к похожим видам спорта будет расти и дальше. На открытии мэр Ухты Магомед Османов анонсировал открытие еще одного такого спортобъекта. На Пионер-горе в следующем году стартует стройка физкультурно-оздоровительного комплекса, также предназначенного для силовых видов спорта. В бизнес-инкубаторе прошло нестандартное мероприятие с не менее нестандартным названием – «Баттл национально-культурных автономий». Хотя, как объяснили организаторы мероприятия, конечно же, никаких боев или сражений, а именно так переводится слово «баттл» на русский, не будет. Скорее наоборот. В мероприятии принимают участие 2 команды представителей определенных национальностей, в этот раз армян и коми, чтобы получше узнать друг друга, сделать дружбу народов еще крепче и рассказать собравшимся о своих традициях, как современных, так и потерявших свою актуальность, но все же существовавших в культуре. Правда ли, что на Кавказе воруют девушек? И правда ли это такое? Конечно, сегодня присутствует молодежь, очень бы хотелось послушать от вас, и когда-то они выйдут они женятся, заведут семьи. Как происходит у вас этот обряд? Как он... Очень интересный, но я вам что скажу, это было очень давно, сейчас такого нет, и очень давно такого нет, но было, да. Сам председатель общины армян Урарту Гагик Меликситян сказал, что свою будущую супругу не воровал, хотя и приглянулась она ему с первого взгляда. В семейных отношениях он уже много лет, и крепкий брак тоже можно назвать одной из традиций армян. А вот коми, в свою очередь, особенными традициями выбора невест не поделились. В северных народах возлюбленных не крали. Правда, в отдельных районах была другая традиция. Юноша мог ночью привезти в родительский дом любимую девушку,
свадьбу, что обозначало взаимное желание молодых вступить в брак. Помимо брачных традиций, автономии познакомились собравшихся с песнями на родных языках, а также с достижениями и ценностями своих национальных организаций. Баттл автономии продолжится. Впереди еще как минимум 3 такие межнациональные встречи.